Добрый вечер. В эфире информационный выпуск «Амшик Шара». Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях в стране. Сегодня в выпуске. Никто не забыт, ничто не забыто. Делегация Абхазии побывала в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, посетила семьи добровольцев, погибших за свободу нашей страны. История и архивы. Роль архива в России в реконструкции документального наследия Абхазии обсудили в Сухуме. Оперативная сводка. Задержанные жители села Хыбста и города Сухум, у которых изъяты сильнодействующие наркотические средства и психотропное вещество. В системе внутреннего контроля и отчетности по финансово-хозяйственной деятельности посвящалось совещание с главами городов и районов республики, которое провел президент Аслан Джания. Также обсуждались темы водоснабжения, дорожной инфраструктуры, борьбы со стихийными бедствиями, динамика собираемости налогов и платежей, подготовки к туристическому сезону и другие. Руководители районов и городов доложили главе государства о ситуации на местах по всем обсуждаемым вопросам. Президент поручил систематизировать учет всех рабочих процессов, включая как выполненные, так и запланированные, а также ежемесячно отчитываться об их исполнении. Ближайший отчет запланирован на вторую половину апреля. Председателем квалификационной коллегии судей Абхазии избрана судья Верховного суда Майя Квициня, сообщается на сайте Верховного суда. Заместителем председателя избран председатель президента в ККС Каха Пертая. Квалификационная коллегия судей Абхазии формируется сроком на 3 года из числа судей судов общей юрисдикции, не арбитражного суда, депутатов парламента, представителей президента и АГУ. В рамках плана мероприятий, посвященных 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии, со 2 по 7 марта делегация во главе с депутатом парламента, руководителем благотворительного фонда «Помним» Леонидом Лакербая побывала в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Цель поездки – посещение семей добровольцев, погибших за свободу Абхазии. В общей сложности абхазская делегация посетила около 40 семей. В канун начала мусульманского месяца Рамадан преподнесли им продовольственный набор. В юбилейный годы аналогичные поездки будут продолжены. Планируется посещение семей погибших добровольцев в Южной Осетии, Адыгее, Карачаево-Черкесии, Чечне, Ингушетии. Ставропольского края. В боевых действиях участвовали 2310 добровольцев. 260 погибли, защищая Абхазию. 51 доброволец удостоен звания Герой Абхазии. До 300 человек награждены орденом Леона, до 700 медалью за отвагу. В 2012 году в Абхазии учрежден День добровольца, который ежегодно отмечается на государственном уровне. Все-таки какие благородные родители у этих ребят. Вот мы им должны говорить пожизненно спасибо. Они нас искренне благодарили за то, что мы помним их. Никакими словами этого не описать. Я лично очень рад был, что увидел живой маму Гена Карданова, его сестру. К сожалению, пока мы готовили эту поездку, 4 человек уже умерло. Вот время так распорядилось, и очень жаль, что так случилось. Я благодарен всем этим родителям, я благодарен ребятам, добровольцам нашим, значит, в Кабарде, здесь, в Северной Осетии, которые собрались, которые рядом с нами были, помогали. Люба Сосналиева нам помогала в этих поездках. Это наш долг, это наш вечный долг, и мы, я и себя имею в данном случае, должны что-то предпринять, чтобы не предать забвению эту память. И я хочу сказать, что в рамках 30-летия Победы предстоит еще одна серьезная акция, которую мы не делали. Это посещение могил всех добровольцев ушедших. Тех, которые ушли в нашу войну, те, которые позже ушли из жизни. Мы уделяем внимание людям, которые возглавляли добровольческое движение, известным людям. А тут огромное количество ребят. И в рамках вот этого 30-летия, я думаю, мы должны и будем это делать, посетить все могилы. Передачу о пребывании делегации в Абхазии, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии смотрите в нашей сегодняшней программе.
К другим новостям. 11 представителей районов и городов, представленных органами местного самоуправления, избраны в новый состав Общественной палаты Абхазии. Ими стали Алхаз Гургулия, Лана Цаава, Дауд Агарба, Дона Малия, Ахра Агарба, Виталий Смыр, Ливан Чхиидзе, Качу Махмед Хакан, Беслан Персхеля, Омар Джинджолия, Тенгиз Иналыпа. Общественная палата формируется из 13 граждан, утверждаемых президентом, 11 представителей районов и городов, 11 представителей политических партий, общественно-политических движений и общественных объединений. Со дня создания в республике штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалют изъято более 1700 устройств для майнинга. За этот период общее потребление электроэнергии снизилось на 18,7%. Напомним, что штаб был создан 6 февраля. Как и где хранится изъятое оборудование и о работе штаба в репортаже Гугуцы Вардания. Все изъятое оборудование поступает и хранится здесь, на специальном складе госстандарта. На объекте усиленная охрана. Установлены камеры наблюдения и регуляторы движения. Службу несут сотрудники вневедомственной охраны. Данное помещение под надежной защитой. Датчики движения, видеонаблюдения. Пройти может только один человек, сотрудник госстандарта, то есть я. Более ключей ни у кого нету. Прежде чем зайти в данное помещение, мы созваниваемся с дежурным управлением, сообщаем, что мы заходим в данное помещение, они снимают его с охраны. Далее, когда я прохожу, также повторно я снимаю с охраны. То есть все наши действия, они согласовываются с сотрудниками вневедомственной охраны. Все действия, они прозрачные, все видно, да, все видно. Также приезжают сотрудники вневедомственной охраны, контролируют. То есть вопроса безопасности, да, проникновения это исключается. Рейдовые мероприятия проходят ежедневно без выходных. После получения информации сотрудники госстандарта совместно с представителями силовых структур ее тщательно проверяют, а затем выезжают на место. На момент создания оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалют потребление электроэнергии по республике составляло 8 миллионов 856 тысяч киловатт-часов в сутки. На 9 марта оно составило 7 миллионов 193 тысячи киловатт-часов. В специальном хранилище госстандарта находится 727 аппаратов, 1069 на складе СГБ. То есть у нас бывали мероприятия ночные, и нужно было в тот момент на том складе эти аппараты разместить. Далее это оборудование будет уже перемещено сюда на склад временного хранения госстандарта. Всего за время работы штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалюты изъято 1796 аппаратов. Общее потребление электроэнергии по стране за этот период снизилось на 18,7%. Это связано не только с майнингом, но и с изменением погодных условий. Гугуца Вардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Проблема восстановления утраченных материалов во время Отечественной войны народа Абхазии стала главной темой круглого стола, который прошел в Сухуме. Мероприятие приурочено ко Дню архивов, который отмечается в России 10 марта. Организаторы – Россотрудничество, Государственное архивное управление и Международный исторический форум «История и архивы. Межгосударственное управление». Смотрите репортаж Эсмы Гуланце. Документальное наследие – это память человечества. Однако ему постоянно грозит опасность исчезнуть. Первоочередная задача – сохранение уже имеющихся фондов и восстановление утраченных материалов. Роль архива в России в реконструкции документального наследия Абхазии. По таким названиям в представительстве Россотрудничества прошел круглый стол. Во время Отечественной войны 92-93 годов как вы все знаете, были варварски сожжены издания Абхазского научно-исследовательского института языка, литературы и истории, издания Центрального государственного архива Абхазии. В результате чего были сожжены практически 95% всего архивного фонда республики. Но и после войны некоторое время не было даже здания Госархива Абхазии. И
даже в этих ситуациях ничто не сломило сотрудников вашей профессии. На мой взгляд, абхазские специалисты проявили настоящий героизм и доказали преданность своей профессии. Архивная отрасль республики достойно встретила испытания и сохранила целеустремленность восстановить свое богатое архивное наследие. В работе по восстановлению ценных материалов республики оказывают поддержку историки-архивисты из Российского государственного гуманитарного университета. Позиция России по историческим вопросам всегда базируется на конкретных документах, а не вымыслах и чьих-то инсинуациях. Хотел бы отметить важную роль МИД России в вопросе сохранения исторической памяти. В Российском дипломатическом ведомстве работает профильный историко-документальный департамент, курирующий архив внешней политики. Уверен, что в сотрудничестве со специалистами из Абхазии мы могли бы реализовать совместный интересный проект. От имени посольства хочу пожелать всем неравнодушным к архивному делу успехов и новых достижений. Круглый стол объединил историков, архивистов Абхазии и России, сотрудников АБЕГИ, преподавателей АГУ, представителей ведомственных архивов. Выступавшие отмечали значение подлинных источников, их культурно-историческую ценность. Без архива настоящий ученый, не только историк, но не сможет ценную, справедливую, научную работу написать. Да, действительно, несмотря на то, что у нас архив сгорел и институт, все, что возможно было, уничтожили. Но благодаря нашим друзьям российским мы получаем возможность, дополняем. Все материалы, касающиеся репрессированными, вот занимаюсь с 80-х годов, вот первоначально беру из архива. Списки, реабилитации. Если бы эти архивы не были бы, нам очень сложно было бы работать. Во-первых, они достоверные, фактические. И из архива исходит очень многое. Архивное дело и наука тесно взаимосвязаны. Ведь для объективного изучения истории крайне важна работа с подлинными источниками. Насколько это важно, я почувствовала на собственном опыте, когда писала свою работу. Ваша работа в области публикации и оцифровки документов, которая позволяет нам сегодня удаленно иметь доступ к очень важным архивным документам и работать практически сидя дома. Документовед-архивист Милана Бжания рассказала о деятельности Международного исторического форума «История и архивы. Межгосударственное измерение». С коллегами в рамках форума стараемся проделывать эту работу в реконструкции утраченных фондов. В первую очередь эта работа связана с работой с коллегами из Российской Федерации. В ряде федеральных архивов Российской Федерации уже ведется такая работа. И в рамках этого форума мы провели уже ряд таких мероприятий. Стараемся проводить и открытые лекции для студентов, чтобы привлечь их к этой проблематике, воспитать уважительное отношение к архивным материалам, к архивному делу. Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего, сказал Максим Горький. Выступавшие отмечали значимость восстановления архива как исторической памяти народа. После 92-93 года войны часть документов архивных, она была собрана. В частности, я помню, как Сагария Бачгур Иснатович собирал буквально на улице вокруг здания обкома партии материалы, ты помнишь, да, партийного архива. Там тоже очень интересные исторические материалы были. Немало материалов издал Руслан Гошпа, очень много материалов. Но можно сказать, мы в этом плане старожилы где-то с 70-х годов после войны. Дневниковые записи времен Грузино-Абхазской войны. Это Люся Тарнава, Людмила Михайловна. Издали, в частности, поэта Таифа Ачпа. По завершению мероприятия архивистам Абхазии были вручены благодарственные письма за вклад в развитие сотрудничества в сфере архивного дела. Эсма Гуланзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Задержаны жители села Хыбстан и города Сухум, у которых изъяты сильнодействующие наркотические средства и психотропное вещество. Подробности в материале пресс-службы МВД.
Незаконные приобретения, перевозка, хранение наркотического средства в крупном размере вменяется жителю села Хопста Возба Аслану Анзоровичу, 1982 года рождения. Последний был задержан сотрудниками контрольного пункта милиции Мюссера в ходе проведения рейдовых мероприятий. При личном досмотре у гражданина Возба изъято хранимое при себе вещество, как впоследствии установлено экспертами, сильнодействующее наркотическое средство мефедрон. В настоящее время Аслан Возба отбывает 15 суток административного ареста за отказ от проведения медицинского освидетельствования на предмет потребления нарковеществ, после истечения которого ему будет избрана дальнейшая мера пресечения. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Возба по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 223 Уголовного кодекса Республики, проводит следственная группа Гудаутского РОВД. Обвинение в аналогичном преступлении предъявлено жителю столицы Апшилава Ушан Геннадарьевичу, 1975 года рождения. Вышеназванный гражданин в ходе проводимых рейдовых мероприятий был задержан сотрудниками уголовного розыска на КП Мюссера, когда управлял автотранспортным средством, пребывая под воздействием наркотика. При личном досмотре у гражданина Апшилава сотрудниками милиции изъято наркотическое средство метадон и 69 капсул психотропного вещества прегабалин весом порядка 30 грамм, что установлено в результате исследования, проведенного экспертами экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел. По факту незаконного приобретения, хранения, перевозки наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере в отношении Ушанги Апшилава следственной группой ОВД по Гудаутскому району по части 2 статьи 223 Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Благотворительный фонд «Вместе» открыл сбор средств для 34-летнего Гочи Чачава с диагнозом внутримозговое кровоизлияние. Сейчас он проходит реабилитацию в республиканской больнице в Сухуме, но его нужно срочно вывозить. У Гочи Чачава есть только сестра, она и обратилась за помощью в фонд «Вместе». Фонд работает уже 3 года. За это время организации была оказана помощь более 500 семьям. Директор фонда Сима Беби разместила информацию о Гоче в социальных сетях. На сегодняшний день собрано всего лишь 18 тысяч рублей. В любой день могут врачи разрешить вывозить его, и мы должны быть готовы помочь ему. Мы открыли сбор на моей странице в Фейсбуке, также в Инстаграме, чтобы оказали ему помощь, обратились к народу. Так как нет никакой возможности у него и у его сестры, они с самого детства потеряли родителей. Парень очень хороший, везде, где возможно, работает. Сестре помогал, но сейчас в таком положении. Очень-очень просим, обращаемся к народу, кто чем сможет помочь им. Они могут лично передать сестре, я могу в любое время дать адрес, номер телефона, могут перевести на карту, так что мы снимем, передадим сестре. Ну, кому как удобно, лишь бы ему помочь, но не оставить его сейчас без помощи. Министерство экономики и Россотрудничества в рамках реализации проекта по восстановлению авиасообщения между Абхазией и Россией информирует о выделении 32 квот на обучение в высших учебных заведениях Российской Федерации по специальностям в области гражданской авиации на 2023-2024 учебный год. За более подробной информацией обращаться в представительство Россотрудничества в Сухуме. Телефоны для справок 223 33 53 730 09 90. Всю актуальную информацию также можно отслеживать в телеграм-канале «Учеба в РФ Абхазия» и в социальных сетях «Русский дом в Абхазии». К новостям культуры. 16 марта детская студия при Русдраме покажет спектакль «Возвращение из волшебной страны Оз» в постановке заслуженного артиста Абхазии Джамбула Жардания на фестивале в Санкт-Петербурге. 24-й международный Брянцевский фестиваль детских театральных коллективов пройдет с 14 по 17 марта в Театре юных зрителей имени Брянцева. Международная программа будет представлена детскими театрами из Абхазии, Беларуси и Армении. Также
Также запланирована творческая лаборатория, мастер-классы и обсуждение постановок с участием профессиональных театроведов. Все расходы, связанные с участием детей и команды «Русдрама», берет на себя Комитет по культуре Санкт-Петербурга. А 19 марта в детской школе искусств имени Ковача выступит сочинский кукольный театр «Саквояж» со спектаклем «Лист» работы Нигля. Мероприятие пройдет в рамках программы «Обмен» культурно-просветительского проекта «Абхазский берег». В постановке примут участие и живые актеры. На декорации послужит песочная анимация. Как рассказала пресс автор идеи и куратор проекта Альбина Яруллина, после представления кукол можно потрогать, попробовать, вводить и, конечно, сфотографироваться. А 18 марта в 15 часов здесь же, в школе искусств, состоится творческое занятие мастер-класс от кукольника. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 11 и 12 марта на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами туман, дождь разной интенсивности и продолжительности. Температура воздуха ночью 8-13, днем 14-19. Температура морской воды 9 градусов. На этом у нас все. До скорых встреч в эфире.